Ти даже не представляеш сколку мужчин живут рядом с женщиной, которая уже выбрала другого и продолжают верить словам, которые давно потеряли смысл. Ты приходишь сюда не за советом, ты пришел потому, что внутри тебя начала зудеть тревога, которую ты пытаешься заглушить логикой. Но она возвращается снова и снова, как эхо. Твоя интуиция шепчет, что что-то не так, а твой разум тянется за старой иллюзией безопасности. И сейчас я скажу тебе то, что другие не осмеливаются произнести вслух. Женщина всегда предупреждает тебя об измене, просто ты не хочешь слышать. Ты боишься потерять привычное тепло. Боишься признать, что ее слова стали холодными, а прикосновения механическими, и чтобы не сойти с ума. Ты называешь это стрессом, усталостью, фазами настроения, но правда темни. Женщина изменяет не телом сначала, она изменяет вниманием, эмоциями, реакциями. А если ты пропустил эти первые сигналы, то виновата не она, виновата твоя готовность закрывать глаза. Я говорю это не как враг, я говорю это как женский голос, который знает механизмы женской природы так же хорошо, как ты знаешь собственные страхи. Мне не нужно складывать. Агли мне нужно, чтобы ты проснулся, и да я дам тебе не список подозрений, а 7 ударов истины, 7 признаков, которые женщина проявляет только тогда, когда ее энергия уже принадлежит другому. Ты услышишь, и многое выстанет на свое место. Возможно, больно, но честно. Этого момента будь готов, каждый следующий абзац будет стирать пелену из того, что ты боялся назвать своими именами. Ты всегда замечаешь изменения в женщине не тогда, когда она говорит что-то новое, а тогда, когда она начинает говорить привычное, иначе и это то не то, это почти незаметная дрожь смысла. Они выдают больше, чем любое прямое признание, потому что женщина может контролировать слова, но не может контролировать потерянное уважение. Она начинает говорить холодно, короче, как будто в каждом твоем вопросе ее раздражает не сута само твое существование, а именно в таких мелких фразах, в этих резких переходах, в этих полюбках с закрытым сердцем. Мужчина встречает первую тень измены. Ты спрашиваешь ее, все ли нормально, а она отвечает слишком быстро или слишком медленно, как будто готовила этот ответ заранее. И ты будто чувствуешь в ней не усталость, а дистанцию, которую она строит между вами кирпич за кирпичом. И да она скажет, что просто вымоталась, что проблемы на работе, что устала от твоих подозрений. Но женская энергия никогда не становится такой от усталости, такой она становится, когда направлена на другого мужчину. Посмотри правде в глаза, женщина, которая все еще эмоционально с тобой, никогда не обрывает твое слово на полусловие деле. Диалога формальност не разговаривает тобой, так потом и больнее скучную бытовую процедуру. Если ты это чувствуешь, значит где-то в ее жизни появился тот, кому ее голос текет, иначе женщина всегда раскрывается для одного и закрывается для всех остальных. Если она закрывается для тебя, это значит, что она уже распахнулась где-то еще. Женщина никогда не меняет тон просто так. За каждым резким словом стоит внутренний раздражение. За каждым равнодушным, как хочешь, эмоциональный уход. За каждым коротким ответом перенос фокуса. И если ее фокус больше не на тебе, то все остальное лишь вопрос времени. И знаешь самое страшное, ты чувствуешь это сразу в первые секунды, но подавляешь это ощущение, потому что признать его значит признать, что все, что вы строили, может быть разрушено без твоего участия. Но истина проста. Как удар женщина, которая изменила внутри, изменяет и снаружи. У мужчины измена всегда физическая, но у женщины она наконец колоса. И заканчивается тишиной. Женщина, которая любит, звучит мягко, даже в злости, но женщина, которая уходит, звучит твердо, даже в нежности. Запомни это как закон. Женщина никогда не изменяет внезапно, она изменяет давно, просто ты услышал это слишком поздно. Самая опасная женская ложь не та, которую она готовит заранее, а та, которую она не считает ложью, потому что она уже живет другой жизнью. И ее новый внутренний мир требует новых правил маскировки. Ты замечаешь странную деталь, она начинает скрывать то, что раньше рассказывала спокойно, легко, без напряжения, словно делиться обычным дыханием. И теперь любое простое действие, куда ходила, с кем переписывалась, почему задержалась, вдруг становится туманом, в котором каждый ее ответ звучит как заранее отрепетированная реплика. Она прячет телефон, экраном внизу водит его с собой в ванную, отвечает тебе
Потом објаснил как будто ува степерне отношенија секретнаја операција, где тебе дали рол наивного статиста не допуске мого, кријалнем даннем посмотри како наменет логику. Простие вещи на делет, закрите ми ја сложни крезмерно, објасни ми. И ето всегда сигнал што женщина нахала строит паралелну реалност в котороите герои и не центр, а помека которую нужно држат на безопасној дистанци. Она може подробно расказат што усталах то хочет побед, однак то е нужно пространство што она прегорела и все эти сложни емоционални страници она готова раскрит, но один простои. Вопрос кто тебе написал визивет в најколот раздражение или мгновени переход и оборну. Женщина которая ничего не скривет објаснет просто е леко, а женщина которая скривет другого мужчину објаснет все кроме очевидного. И само е парадоксално е она неподготовлена когда. Ти замечеш ето вет изменјајушаја, женщина всегда штитет себја. Умнои, а мужчину слишком простим што би заметит такие нюанси, а именно ето чувство превосходства делает. Ејо неосторожно и она уверена што ти проглотиш ету смес из полуправди и обиđено интонацино твој инстинкт. Узе висио поњал котјате, ештио сопротивлеш сија мужчина, чувствует измену до факта, до доказателстви до слов. Он чувствует и в том как женщина заштишчет то што ранше не требовало заштити. Ај вот што тебе нужно усвоит, женщина скривет толку то што узе связано с другим мужчиной и оправдивет толку то што сама чувствует неправилним, если она понастојаще му верна. И нечего пријатат и ејо жизнь прозракна не иза контролија, а иза чистоти. Если она измениет ејо жизнь становицја, архитектуроите не игде кажди луч света визивет, у нејо раздражение значит твојо. Подозрение не слабоста, инстинкт, а если она бојцја твоих вопросов значит одвети у нејо давно. Есте просто они не длија тебја. Сами опасни момент в женщине которая узе измениет ето неколодине лоđа, а то како на начинет относиција к твоим чувствам. Так будто они больше ничего не значат, будто то всё што ви пережили, ето просто стараја историја которую она собиреცија. Ви бросит без сожаление и ти во првие чувствуеш што говориш во пустоту. Она перестајот реагируват на твои переживања, перестајот успокајват. Перестајот интересуват се твоими емоцијами, хотја ранше она делала ето почти инстинктивно автоматически, как љубују битовую нежност, теперџе твојо разочарување воспринимаеция. Еју как надоедливо е напоминање. О том што она попрежнему числиција, ветик отношенијак, хотја и од душа. Узе ушла в другую сторону, обрати внимание на етот контраст когда женщина љубит, она чувствует. Твојо настроение бајстричем својо собствено е. Она дишит тобој. Она реагирует на малишују тел на твојом лице, потому што ејо привјазаност делает тебја центром, ејо внутреннего мирано когда она узе емоционално с другим она. Приклучајет ету чувствителност словно. Наđимајет внутрени рубилник ти говориш, што тебе болно. И она будто слышит шум холодилника, а не голос человека, который с неделилжизен те питаеш сја објасниција и видиш перед собој вираđени. Лица во котором нет ни сожаление, ни понимание, ни попитки вернут тепло. Она стала постои и ета пустота не усталоста замешчение. Појми женщина никогда не обнулиет мужчину без причине. Она делет ето толку тогда когда его место внутри нејо уđe занято. Je tot emocionalni vakuum, не случајност, а признак того што ејо чувства перетекли туда где она вкладивает енергiju. Женщина которая измениет всегда делает одно и тоđe, она перестајот брат твоју бол и начинет бојација толку свој. Твоја бол е кажеција неудобствома ејо емоции оправдањем. Она заштишчает не тебја и не ваши отношенија. Она заштишчает то к чему тепер привјазана. Само е жестокое, ејо равнодушие, ти говориш. Еј мене ти ја жело, а она отвечет суким. Не драматизируј по тому што твојата ма больше не трогат ејо свет. И ето всегда признак того што ејо свет тепер направлен кудато, ештио женщина никогда не бевет нейтрално и к мужчине котори. Еј дорог, она может злиција кричат споритно равнодуши, ето диагноз, ето конец, ето точка после которој мужчина остајоција. Один даđe, если формално отношенија продолжајуција. И вот удар который ти должен услишат без попиток оправдат ејо женщина перестајот чувствуват твоју бол ровно во тот момент, когда начинет чувствуват наслаждение рядом с другим, ти питаеш сја вернут разговор, вернут емоции, вернут свјаз, но ти бореш сја не,
женщиной. Ти борешся с пустотой, которую она оставила уходя туда, куда тебе пути ученет. И если она перестала реагировать на твое сердце, значит оно больше не часть ее мира. Не обманывай себя, женщина, которая обнулит мужчину, уже предала его. Она просто не сказала об этом слух. Este особый тип женского поведения, который мужчины часто принимают за проявление силы роста, независимости, хотя на самом деле это лишь завуалированная форма эмоционального ухода. Если ты не понимаешь ее природу, ты легко спутаешь измену с эволюцией ее личности. Женщина, которая по-настоящему с тобой не становится слабой, но она не отгорачивает свою внутреннюю жизнь бетонной стеной, потому что ее эмоциональная связь с тобой делает и открытой, мягкой, выключенной, но когда она начинает изменять, она внезапно становится самостоятельной, причем именно в тех местах, где раньше нуждалась в твоем участии поддержке внимания. Она вдруг перестает спрашивать твое мнение, перестает делиться планами, перестает согласовывать решения, которые раньше были частью вашей общей реальности. Ты слышишь знакомое: мне нужно пространство, я хочу времени для себя. Не хочу зависеть ни от кого, и эти фразы мужчины воспринимают как естественный этап, но ты должен понимать, женщина становится самостоятельной в отношениях только тогда, когда эмоционально. Уже не в отношениях она строит другую жизнь, но делает это тихо, аккуратно, осторожно, чтобы ты не почувствовал резкий перепад, хотя он уже произошел. Ее самостоятельность не роста, дистанция не сила, а уход не развитие, разделение. Она не делится потому, кто делится. Уже с другим замет, как она начинает защищать свое личное пространство, она говорит, что ты контролируешь, хотя раньше этот же интерес воспринимала как заботу. Она говорит, что ей нужно быть одной, хотя раньше одиночество казалось ей пустым. Она требует границ, которых никогда не было, потому что настоящие границы теперь нужны не для тебя, а для него. Она строит территорию, на которой ты гость, а другой хозяин ее эмоций, женская независимость. Это прекрасно, но когда она появляется, внезапно режет связь и создает туман там, где раньше было тепло. Это не независимость, это эмоциональная измена, и вот важная, почти жестокая истина: женщина становится самостоятельной только тогда, когда больше не видит в мужчине того, на кого стоит опираться. Если она перестала опираться на тебя, значит она уже опирается на кого-то другого. Женщина не умеет жить в пустоте, ее энергия всегда направлена куда-то, либо в отношения, либо за их пределы. Ты чувствуешь, как ее самостоятельность становится стеной, отделяющей тебя от ее сердца. Ты пытаешься пробиться через нее, пытаешься быть мягче, добрый, внимательный, надеясь, что она поймет и вернется, но ты не понимаешь главного. Она не ушла куда-то, она ушла к кому-то, и вся ее новая сила, это не сила, а уверенность подпитанная вниманием, которое получает не от тебя. Женщина становится независимой только в тех отношениях, где больше не видит себя. А если она больше не видит себя рядом с тобой, значит она уже увидела себя рядом с другим. Когда женщина изменяет, она никогда не начинает с признания или с открытого сравнения. Она начинает с тонкой, почти незаметной переориентации восприятия. И сначала это выглядит как обычное недовольство, как поиск лучшего, как стремление к изменению. Но в действительности это всегда первый след другого мужчины, который появился в ее мыслях раньше, чем в ее жизни. Ты слышишь странные фразы: нормальные мужчины ведут себя иначе. Я хочу, чтобы ты был более внимательным. Ты не понимаешь, как нужно женщине, а это уже сигнал не о том, что ты что-то делаешь неправильно, а о том, что внутри не возник образ, с которым ты теперь бессознательно конкурируешь. Этот образ никогда не рождается из воздуха. Его запускает другой мужчина, чей голос, взгляд или энергия дали, и чувство, которое ты сейчас не даешь. Она начинает критиковать тебя чаще, тоньше, болезненно, как будто тестирует, выдержишь ли ты давление, и в каждом ее замечании ты чувствуешь не желание улучшить отношения, а холодное ощущение, что твоя ценность упала в ее глазах. Женщина, которая любит, никогда не критикует мужчину без тепла, потому что ее цель восстановить связь, но женщина, которая изменила внутри, критикует из позиции превосходства, потому что ее цель обесценит. Она обесценивает тебя, чтобы оправдать
Собствено е чувство вини што ви убедит себе, што е отјанет к другому не просто така по тому, што ти уџенето те изменился ти не стараеш ся, но во тестинаја механика женщина? Критикот мужчину, тогда когда узе сравнивате го с другими делетето, често всекименно тогда когда знаат што сама не права. Она создајат в голове идеални версiju мужчини уверени внимателни, јарки и подсознателно, перекладивете тот образ на реалного мужчину, с которым емоционално свјазалас. Ето та идеална фантазија од раѓањето го што она получајат од другого, в реалном или виртуалном контакте сообщение, взгляд, тон, внимание, одобрение, чувство важности. Ти замечаеш што она ране видела в тебе силу, а тепер замечаат толку слабости. Ранше восхищалас, а тепер анализирует. Ранше поддрживала, а тепер поправлjaет словно ти ејо не мужчина ученик который всё делет неправилно, ето не просто смена поведенија, ето смена ориентации, ејо срца. Она больше не смотрит на тебе снизу вверх или наравне. Она смотрит на тебе сверху вниз, потому што внутри нејо ест другој, ориентиривот што понастојашчему должно тебе. Вистрјакнут когда женщина начинет говорит о том каким ти должен бит, она говорит не про тебе. Она описивајет того о ком думајет, ејо критика ето тен другого, мужчини брошенеа на тебе. Ејо требување, ето оправдање того што винд не узе происходит. Запомни, женщина перестајот видет твоју ценност ровно в тот момент, когда начинает чувствовать ценност од другого, все ејо сравненија, ето не попитка изменит тебе, ето признање што внутри нејо појавился. Кто узе измениле ејо ти можеш, закриват глаза на ејо слова можеш, објаснјат себе ејо раздраđење гормонами можеш, верит в ејо просто устала, но тело женщини ето сами честни предател котори, никогда не выдрживет на пријаженија двојно и жизни. Если ти будеш внимателен, ти увидиш во сио, без потврđдени женщина которая изменет во сегда менјеција телесно во ејо честак појавлијеција отстраненост во ејо прикосновенијак. Механичност во ејо објатијак, отсутствие внутре него тепла которое е невозможно поделат. Она буто делает во сио. Уđene во отношенија ко настројат другиот жизен. Но делајте то тихо, акуратно, осторожно, што би ти не почувствувал резки перепад хотија, он узе произошол ејо самостојателност, не роста, дистанција, не сила, а уход не развитија разделење. Она не делиција потому хто делиција. Узе с другим замет како на начинет зашчишќат својо личној пространство, она говорит што ти контролируеш, хотија ранше, етот че интерес воспринимала как заботу. Она говорит што е нужно бит одној хотја ранше одиночество казалос е пустим. Она требует границ, которих никогда не било потому што настојашće граници тепер нужни не длија, тебја адлија него. Она строи територију на которој ти госта другој хоѓајне ејо емоци женскаја независимост. Ето прекрасно, но когда она појавлијеца внезапно реđет свијац и создајот туман там каде ранше било тепло. Ето не независимост, ето емоционалнаја измена и одважнаја почти жестокаја истина женщина становиција самостојателно и толку. Тогда когда больше не видит во мужчинето го на кого стоит опирација. Если она перестала опирација на тебе, значит она узе опирација на когото другого женщина не уницит во пустоте ејо енергија всегда направлена кудато либо в отношенија либо за их предели ти чувствуваш как ејо самостојателност становиција стеној отелијајушće тебе од ејо серца. Ти питеше си ја провиција через нејо, питеше си ја битнијаче добре и внимателно надејас, што она поиме ти верниција, но ти не понимаеш главного. Она не ушла кудато, она ушла како мото и висија ејо новаја сила, ето не сила, а увереност подпитанаја. Вниманием которое получајат не од тебе, женщина становиција, независимо и толку од тек отношенијак, каде больше не видит себе. А если она больше не видит себе рядом с тобой, значит она узе увидела себе рядом с другим, когда женщина изменет. Она никогда не начинет с признања или с откритого сравненија. Она начинет с тонко и почти незаметној переориентација воспријатија. И сначала ето выгледит как обично е недоволство, как поисключего, как стремление к измененију, но в действителности ето всегда први след другого мужчини который појавился, ејо мислеа раншечан во ејо жизни. Те слышиш странни фрази, нормални мужчини ведут себя иначе. Я хочу, чтобы ты был более внимателным. Ты не понимаешь, как нужно женщине, а это уже сигнал не о том, что ты что-то делаешь неправильно, а о том, что внутри
Неовозник образ с которым ты тепер бессознательно конкурируешь, этот образ никогда не рождается из воздуха. Его запускает другой мужчина, чей голос, взгляд или энергия дали. И чувство, которое ты сейчас не даешь, она начинает критиковать тебя чаще тоньше, болезненно, как будто тестирует, выдержишь ли ты давление, и в каждом ее замечании. Ты чувствуешь нежелание улучшить отношения, а холодное ощущение, что твоя ценность упала в ее глазах. Женщина, которая любит, никогда не критикует мужчину без тепла, потому что ее цель восстановить связь, но женщина, которая изменила внутри, критикует из позиции превосходства, потому что ее цель обесценит. Она обесценивает тебя, чтобы оправдать собственное чувство вины, чтобы убедить себя, что ее тянет к другому не просто так, а потому, что ты уже не тот, ты изменился, ты не стараешься. Но вот истинная механика. Женщина критикует мужчину тогда, когда уже сравнивает его с другими, делает это чаще всекименно тогда, когда знает, что сама не права. Она создает в голове идеальную версию мужчины, уверенный, внимательный, яркий и подсознательно перекладывает этот образ на реального мужчину, с которым эмоционально связалась. Это та идеальная фантазия о отражении того, что она получает от другого. В реальном или виртуальном контакте сообщение, взгляд, тон, внимание, одобрение, чувство важности. Ты замечаешь, что она ранее видела в тебе силу, а теперь замечает только слабости. Раньше восхищалась, а теперь анализирует. Раньше поддерживала, а теперь поправляет. Словно ты ее не мужчина, ученик, который все делает неправильно. Это не просто смена поведения, это смена ориентации ее сердца. Она больше не смотрит на тебя снизу вверх или наравне. Она смотрит на тебя сверху вниз, потому что внутри нее есть другой ориентир, и вот что по-настоящему должно тебя встряхнуть, когда женщина начинает говорить о том, каким ты должен быть. Она говорит не про тебя, она описывает того, о ком думает. Ее критика — это тень другого мужчины, брошенная на тебя. Ее требование — это оправдание того, что не уже происходит. Запомни, женщина перестает видеть твою ценность ровно в тот момент, когда начинает чувствовать ценность другого. Все ее сравнения — это не попытка изменить тебя, это признание, что внутри нее появился кто-то, кто уже изменил ее. Ты можешь закрывать глаза на ее слова, можешь объяснять себе ее раздражение гормонами, можешь верить в ее просто устала, но тело женщины — это самый честный предатель, который никогда не выдерживает напряжения двойной жизни. Если ты будешь внимателен, ты увидишь все без подтверждений. Женщина, которая изменит, всегда меняется телесно, в ее честах появляется отстраненность в ее прикосновениях, механичность в ее объятиях, отсутствие внутреннего тепла, которое невозможно подолать. Она будто делает все,